В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла польку Магду Линет во второй игре матча Кубка Федерации. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу россиянки. В рейтинге женской теннисной ассоциации 27-летняя Павлюченкова занимает 32 место, а 26-летняя Линет – 89-е. Счет в противостоянии до 2 побед стал 2-0 в пользу российской команды. Напомню, соревнования проходят в польском городе Зеленогура. Сборная России выступает в 3-м дивизионе турнира. Россиянки находятся в первой группе зоны Европа-Африка. Российским теннисистам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации. Турнир завершится 9 февраля. 370 вакилоносцев приняли участие в эстафете огня первых зимних игр «Дети Азии». В каждом населенном пункте огонь доверяют самым достойным представителям. Где уже побывал огонь и куда держит путь эстафета, расскажет Юрий Осипов. Первый факел зажигает олимпийская чемпионка по биатлону. Посол первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» Анна Ивановна Багали. Огонь зимних игр «Дети Азии» зажгли в национальном природном парке Ленские столбы, символе Якутии. По словам генерального директора дирекции игр, оно станет традиционным. И где бы ни проходили игры, зажигаться он всегда будет у подножия Ленских столбов. Событие, которое объединяет всю область в целом. И, конечно, вообще идея эстафеты огня, она несет за собой объединение народа, объединение сердец вокруг одного мероприятия. Концепция эстафеты, она воплотилась и воплощается на сегодняшний день. Огонь посетил все достопримечательности Сахалинской области. Поэтому благодаря этому многие люди не только в России, но и за ее пределами узнали вообще об играх «Дети Азии», об ее истории. После зажжения огонь передают в руки хранителей. Одним из них стал Роман Трубецкой, чемпион третьих игр «Дети Азии» по легкой атлетике. Эстафета каждый день длилась, и такое ощущение, что каждый день у меня были соревнования, и вот это внутреннее волнение, мандраж, так сказать, он присутствовал постоянно, потому что такое значимое событие, которое очень много эмоций отдаешь ему. Огонь проделал огромный путь. После Якутска он отправился в столицу первых зимних игр «Дети Азии». В новогоднюю ночь его встретили в Южно-Сахалинске. 7 января он начал шествие по островам Курильской гряды. 19 января огонь снова продолжил путешествие по острову Сахалин. «Дети Азии» это первое мероприятие и проводится международного формата. Очень рад, что я вообще принимаю в этом участие. Огонь завершит свое путешествие 9 февраля, в день открытия игр, проделав более 4000 километров. Стадион «Спартак» в Южно-Сахалинске. Именно здесь пройдет церемония открытия первых зимних спортивных игр «Дети Азии». Организаторы учли дух Сахалина. Это все-таки остров. Его символизируют маяки. Чуть левее от остальных стоит главный маяк. Именно туда принесут лампаду с огнем. К маяку огонь доставит корабль, построенный специально для церемонии открытия. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, «Дети Азии», Сахалин. День зимних видов спорта – праздник, который является значимым для большинства алданцев. Зимний спорт в Южной Якутии чрезвычайно популярен. На лыжи хотя бы один раз в жизни вставал каждый. Наряду с существующими видами спорта развитие получают и новые. Какие, расскажет Татьяна Вахнина. Спринт и классика, свободный стиль и неспешные прогулки. Хотя бы раз на трассах бывал каждый. Популярность зимних видов спорта не ослабевает. По массовости первое место занимают лыжные гонки. Наряду с центром подготовки лыжников в районе действуют отдельные секции и базы. Много лет в Южно-Якутском уголке учебные тренировки проводят звезды мирового уровня. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. Любимым местом активного отдыха остается каток. Завсегдатаи ледовых забав преимущественно дети. Впрочем, взрослые, приходя на каток, с не меньшим задором коньками звучно режут лед. У мужчин пользуется популярностью хоккей с шайбой. На выходных районные команды сходятся на льду в нешуточных битвах. У нас мороз, свыше 30 играть невозможно. Либо у нас тепло и снег идет. То есть, тоже каток в снег не зальешь. То есть, поэтому и нет никакого развития детского хоккея. Потому что дети в такой мороз играть, на открытом воздухе не будут. В Алдане действуют несколько открытых зимних площадок для игры в хоккей с шайбой и катания на коньках, а в будущем в городе появится Ледовый дворец. Он будет построен на основе государственно-частного партнерства. Финансовое бремя строительства республика разделит с компанией «Газпром». По социальному партнерству между республикой и
«Газпромом» будет строиться ряд объектов, и в том числе в Алданском районе будет построен по последнему решению «Ледовый дворец». Возведение новых объектов и строительство спортивных сооружений дает мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. С 5 по 8 февраля в городе Орел около 1000 участников со всей страны борются за награды национального чемпионата. В составе сборной Якутии отличные результаты показали стрелки из блочного лука. В командном зачете якутянки стали обладателями бронзовых медалей. В составе команды на стрелковый рубеж вышли заслуженный мастер спорта России Степанида Артахинова, студентка столичного училища Олимпийского резерва Даяна Винокурова и воспитанница Хангаласской спортивной школы Юлия Маркова. Во встрече за медали наша сборная оказалась точнее команды Московской области, выиграв со счетом 231-224. В личном зачете женского дивизиона стрелков из блочного лука Даяна Винокурова стала серебряной медалисткой чемпионата, а Степанида Артахинова сумела выиграть награду бронзового достоинства. Соревнования лучников завершатся первенством России, которое состоится с 8 по 12 февраля. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.